В 9 вечера в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о серьезном ДТП. По словам очевидцев, на улице Интернациональная водитель «Лады» на высокой скорости протаранил столб линии электропередачи, а затем покинул место происшествия. Вскоре поврежденную легковушку патруль ДПС обнаружил в одном из дворов по улице Куратова. Однако, заметив полицейских, нарушитель попытался от них скрыться. Водитель 15-й, останавливаемся. Полицейские попросили водителя остановиться. Подчиняться стражам порядка мужчина не захотел. Лихач ехал по оживленным улицам города на огромной скорости. Он упорно игнорировал светофоры и дорожные знаки, не раз провоцируя ДТП. Вскоре к погоне за нарушителем подключился второй экипаж. Общими усилиями силовикам удалось вытеснить легковушку с территории города на федеральную трассу Вятка. Останавливаемся, не дури. Не дури, останавливайся. Водитель автомашины 2015. Уговоры полицейских не подействовали. Водитель только прибавил газу. Ко всем маневрам автоинспекторов лихач был готов. Ехал посередине дороги и не пропускал их вперед. Водитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан, а именно он выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, перед близко идущими навстречу транспортными средствами, чем создавал угрозу дорожно-транспортного происшествия. Сотрудниками ДПС было принято решение о применении огнестрельного оружия в соответствии с федеральным законом о полиции. Несмотря на приличную скорость и тряску, инспектору все же удалось попасть в заднее колесо машины. Но даже на спущенной резине «Лада» продолжала движение. Стой, стрелять буду! Стой! Стой, сказал! Стой! Стой! Почему машину задержали? Явно нетрезвого лихача полицейские припроводили в патрульный автомобиль. Водителем оказался мужчина 1990 года рождения, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчине было предложено пройти тест на алкоголь в патрульной автомашине. Мужчина согласился. Приборы показали, что мужчина имел состояние сильного алкогольного опьянения. В то же время водитель не согласился с результатами освидетельствования. После чего инспекторы ДПС предложили мужчине пройти освидетельствование в медицинском учреждении в наркодиспансере. Мужчина также отказался. Автомобиль гонщика отправился на штрафную автостоянку, а сам нарушитель угодил в спецприемник. В отношении задержанного водителя инспекторы составили более 40 административных протоколов. Кроме оплаты штрафа, который явно превысит 150 тысяч рублей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования молодому человеку придется распрощаться с водительскими правами как минимум на 1,5 года.